обращаясь сторона, пожалуйста, есть вопрос? Да, уважаемый суд, есть Пожалуйста. вопрос? Скажите, пожалуйста, вот вы в своей речи отметили то, что именно, так тезисно скажу, вмешиваться в приговор Ленинского суда, это первое, и то, что приговор может быть изменен вышестоящим судом, верно же? Да. Правильно я вас Да. понял, да? Относительно вот моего обращения, в данном случае я же не просил как бы изменить приговор, я просил пересчитать, пересчет производится не путем вынесения там приговора, изменения, а выносится постановлением о зачете времени содержания под стражей. Здесь вы не считаете то, что идет подмена понятий? Нет, конечно. Почему? Что такое приговор? Он же не только, да, он в приговор. Обращаемся в 354 статью. В вашем случае при постановлении обвинительного приговора суды обязаны. И тут целый перечень идет. Не обязательно, что признать виновным. Это и есть Нет, приговор. можно этот... Да. Здесь же вопрос не идет по существу изменить приговор. Здесь идет вопрос о зачете времени. Вот, к примеру, такой вопрос. Когда применяется акт амнистии, выносится же постановление о применении амнистии в отношении лица. Не идет же изменение приговора, верно? Да. Вот. Приговор остается, но приговор если остается? его деяние подпадает под акт амнистии, по месту отбывания, пожалуйста, любой суд, не меняя приговор, в отношении применяет акт амнистии. Применяет акт амнистии, выносит постановление, верно Да. же? Вот в данном случае же тоже так было. Приговор оставался, был вынесен судебный акт в виде постановления, где суд просто указывал засчитать срок, время содержания под стражей из расчета день за два в соответствии с решением Конституционного Нет, суда. понимаете, я вот Здесь вам не было пытаюсь- изменен Послушайте приговор. минутку, просто сама-то скажете. Что такое приговор? Это не только признать виновным, невиновным, и все. Приговор, он состоит из комплекса действий. Вот там резолютивная часть обвинительного приговора. И вот все вопросы решаются, 12 вопросов. Если где-то какие-то вопросы будут упущены, это будет называться неполный, незаконный, необоснованный приговор. Соответственно, этот приговор подлежит обжалованию в вышестоящий суд. И если где-то нет зачета времени, то, соответственно, понимаете, если нет зачета времени, это тоже уже является, нельзя сказать, что это полноценный приговор. То есть суд, он орган, который государство наделило правом принимать решения о виновности, невиновности. И если суд произвел зачет из расчета день за два, это значит, он должен быть так исполнен. Если Конституционный суд вынес решение, появились новые обстоятельства, соответственно, это тоже является приговором. Изменение одного слова, одного вещдока, который в приговоре, если вы уберете, это говорит о том, что приговор изменен. То есть, у вас практика такая, если обжаловали где-то один подпункт, одно вещественное доказательство, один арест не сняли, обжалуются вышестоящим судом, вышестоящий суд исправляет, это и есть приговор. То есть мы должны определиться изначально, что такое приговор. Если в приговоре написано день за день, соответственно, он должен исполняться. Чтобы изменить этот приговор, это и тоже будет день за два, чтобы пересчитать, это называется изменение приговора. То есть, когда 29 марта Конституционный суд вынес решение, день за два, те приговора, которые еще не вступили в законную силу, они были всеми обжалованы. Вышестоящий суд и вышестоящий суд со ссылкой на решение Конституционного суда, он изменил. То есть, понятие приговор, каждая буква, каждое слово до подписи председательствующей или коллеги, это и есть приговор. Нельзя приговор делить. Там важная часть, это можно поменять, это нельзя. То есть приговор, он должен быть незыблем. Вот представьте, решение Конституционного суда где-то исполняется в Нарыне, и во время исполнения что-то можно где-то, какую-то норму по-своему истолковать. То есть, я утрирую сейчас, конечно. То есть приговор, он весь. Даже изменить одно слово, одну цифру, это и есть приговор. То есть, если это мое мнение, я думаю, суд тоже согласится. Еще вопросы? Нет, уважаемый суд. У вас есть вопросы? Нет, не имеется. Уважаемые коллеги. Самат Кыштабекович, у вас есть вопрос? Ага, да, пожалуйста. Алмаз Таулдыч, вот из вашего выступления тоже, да? Мне интересно, пункт 14 статьи 431, который как раз упоминает обращающая сторона, на стадии исполнения приговора в каких случаях идет зачет времени? Когда пересчитается? Вот вы говорите, что есть приговор, в котором все посчитали, все расписали, все есть. Нет, да? видите. А в каких случаях он применяется? Он применяется Пожалуйста. в тех случаях. Это вообще норма должна относиться к уполномоченному государственному органу
по исполнению наказания. То есть приговор состоялся, там, неважно, в город, нет, ну, приговор вступил. Человека этапируют в тюрьму, ой, в исправительную колонию, он сидит. И вот в этот момент, когда судья, например, считает, говорит, с октября по март пересчитать там день за два, потом его освободили, в июне задержали по сентябрь, день за два. Суд не считает никогда конкретные даты, сроки, зачет не проводит, от назначенного наказания не отнимает сумму. Это не работа суда, это работа органа, уполномоченного государственного органа по исполнению наказания. И вот этот 14-й пункт данной статьи, он должен относиться вообще к СИН. То есть это техническая часть, когда при исполнении ты должен взять приговор суда, посмотреть периоды, на которые, и пересчитать день за два, и потом от общего наказания отнять и объявить человеку, который отбывает наказание, дату освобождения. То есть вот это та сторона, и суды этим тоже не должны заниматься. Суды должны именно, постановивший засчитывает, а КСИН, когда он уже приговор вступил в силу, попадает вот в орган КСИНа, и они должны просто посчитать и технически объявить, что начало отбывания наказания такого-то числа, дата окончания это. Еще вопрос? Да, пожалуйста. У меня даже не вопрос, Алмаз Тавулдаевич, а может даже замечание вам. Вы, пожалуйста, за суд не решайте. Вы бросили такую фразу, здесь все участники процесса сидят, думая, что суд согласится. Суд будет решать это в совещательной комнате. Согласен. Я вас прошу. это иметь в виду. У меня к вам вопрос. Есть вопросы, уважаемые коллеги? Вот зачет времени, вот в продолжение вопроса Чинар Аскарбековны, он требует какого-то судебного подтверждения судебным актом дополнительным или не Нет, требуется? нет. Не требуется. То есть зачет он должен проводиться уже. И я как раз хотел вопрос задать о том, что все время сейчас пересматривать все дела по новым обстоятельствам в связи с решением Конституционного суда, но это не может продолжаться вечно. Правильно? Это только те дела, которые сейчас, вот, ну, Кто скажем, отбывает? да, реально вот, наказание. то есть реально тех дел, которых касается это решение, скажем так, да. Но в любом случае в последующем это должно перейти в нормальное правовое регулирование в соответствии с действующим законодательством. Конечно. С действующим законодательством. Да. И вот в этом смысле, то есть вот этот зачет, он, в общем-то, с вашей точки зрения, без проблем будет, в общем-то, осуществляться уполномоченными органами по исполнению наказания, да, как Да. вот вы сказали. Мы правильно вас поняли? Да, потому что же при выступлении, сама-то скажет, говорит, я посмотрел у УПК 97-й, там, еще позже периоды, этих вопросов в тех кодексах не было, они не стоял. То есть в данном случае здесь Он в качестве дополнительного обязательства на суд он не ложился Не никогда. ложился. И раньше тоже не ложился. не ложился. Раньше это все происходило. Во-первых, было же, говорю, с 60-х по 19-й год, день за два, и споров по срокам отбывания вообще никогда не возникало. Именно новый кодекс 19 года, вот внес вот эту сумятицу, ну, потом, которая до 29 марта 23 года существовала. Ясно. Присаживайтесь. Нет вопросов? Присаживайтесь.